Открывайте. Открывайте, не бойтесь. Сколько пальчиков? 5. Угу. 2. 1. Угу. Все, отлично. Ага. Вот. Полежите, мы вам еще перевязку сделаем, как вы закапываем. Я даже не успела очнуться. Я там смотрела видео перед операцией, как это делается, там, векорасширитель, тут такая мнительность, а вот как что. А это даже не успела очнуться. Все, быстро, аккуратненько, быстро, и все, тут же вот и вставать. К тому, что на саму операцию, как и на мир, пациенты начинают смотреть новыми глазами, врачи уже давно привыкли. То, что для одних не иначе как чудо, для медиков обычная работа. За год в Ишимбайском отделении микрохирургии глаза оперируют около 3000 человек. Качество лечения не хуже, чем в столичных клиниках. Тем более, что операции проводят ведущие хирурги из Уфы. Микрохирургическое отделение Ишимбайской центральной районной больницы оснащено высококлассным современным оборудованием, причем как на диагностическом уровне, то есть имеется современная аппаратура, чтобы правильно измерить параметры глаза, чтобы подсчитать точно размеры имплантируемого хрусталика, который мы имплантируем вместо удаляемой катаракты. Также и сама операционная оснащена современным микроскопом, ультрасовременной факомашиной для хирургии катаракты, инструментами, расходными материалами на мировом уровне. А ведь до 2020 года выездные специалисты из Уфы были порой вынуждены привозить с собой оборудование. Отделение, как говорят сами врачи, находилось не в лучшем состоянии. Модернизацию оснащения провели по поручению Радия Хабирова. Теперь центр стал межмуниципальным. Записываются даже пациенты из Уфы. С момента реорганизации нашего отделения у нас пролечено около 9000 пациентов. Пациенты практически со всего юга Башкирии. Наши пациенты и наш коллектив сердечно благодарны руководству нашей республики за то, что наши больные имеют возможность оперироваться практически у себя дома. Вот на операцию везут одну из самых возрастных пациенток, пенсионерке 97. Один глаз почти не видит. Вмешательство хирурга занимает всего 10 минут. Еще пару часов на восстановление в палате. И женщина снова может смотреть на мир. 5. Еще бармак. 2. Вторую жизнь за последние 5 лет получила Ишимбайский роддом. Глядя на палаты и операционные, уже как-то и не скажешь, что здание 1951 года постройки. Посмотрите, обратите внимание на кафель, то есть сверху донизу, согласно санэпидрежима. Посмотрите на эти шкафчики, посмотрите на эти столики, на пеленальные, посмотрите на это оборудование, которое должно быть. То есть современное оборудование, которое должно быть. Это все шло параллельно капитальному ремонту, тем вложениям, которые были сделаны в 2019-2020 году в этот родильный дом. Наши пациенты, которые приходили к нам до ремонта и после ремонта, они его просто не узнавали. Это правда сказка, то, что получилось. А вот так здание выглядело в 2018 году. На тот момент в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. Это один из первых объектов, которые привели в порядок в Ишимбайском районе по поручению Радия Хабирова. Анастасия Костина в этом роддоме уже 4-й раз. Ей есть с чем сравнивать. Первый раз я поступила в 2009 году. Старенький роддом, палаты старенькие, обшарпанные стены, общий родзал. После я поступила уже в 2015 году. В 2015 тоже до ремонта. В 2020 году уже произошли намного кардинальные изменения. Отдельные родзалы, хороший персонал, отзывчивые люди. Мне понравилось. В городе планировали построить и новый перинатальный центр, однако необходимости в нем, увы, нет. Действующее отделение в год принимает не более 400 родов. Объемы не такие большие, коллектив справляется. Строить новое здание просто нет смысла. Стараются не обделять и селам. За 5 лет построили или модернизировали с десяток амбулаторий, отремонтировали 12 школ. Одна из таких в селе Кинзибулатово. Здание преобразили до неузнаваемости. Появились современные классы в рамках проекта «Точка роста», а также кабинет стоматологии. Надо сказать, коллектив тоже изменился. Мы до этого хорошо работали, конечно, но после капитального ремонта у нас достижения уже на уровне республики и на уровне Российской Федерации. Когда вот бывшие ученики к нам приходят: агай, школа изменилась, можно опять, пожалуйста, приходите. Можно после учебы в институте, пожалуйста, приезжайте, приходите. Конечно, я тоже изменился, работать хочется,
еще дальше. Совсем иначе выглядит и школа села Сайраново. В ней когда-то преподавал, а затем и был директором отец Радия Хабирова. Малая родина главы республики за последние 5 лет стала совсем другой, говорят местные жители. Когда я сюда приехала, тут асфальта не было. Тут прям заборы у людей убиты были многие. У людей дома горели, пожарка не доезжала. Сейчас уже спокойно, да. Пожарку построили новую, дороги сделали там, и воду провели. Воды же не было у нас. У нас воду-то мы бурили. Я каждый раз схожу, коллеги, знаете, но если ты стал человеком и чего-то достиг, мне кажется, это естественно, нужно позаботиться о своей родине, мало так, о селе, о городе. Вот Ишимбай сейчас реально преобразился, я по-другому не скажу, и мы ресурсы нашли, и это 4 года планомерной, спокойной работы. В сельской местности живет только четверть населения Ишимбайского района. Основная масса в городе. Как подчеркивал глава республики, Ишимбай всегда будет одним из самых красивых городов республики. И власти делают все для этого, тем более учитывая богатую историю края. Начало индустриальной добычи нефти в России было положено еще в городе Баку в 19 веке. Именно там было обнаружено крупнейшее на тот момент месторождение черного золота, вокруг которого и происходило становление отрасли. Век спустя нефтянка начала переживать возрождение. На этот раз крупнейшие залежи были обнаружены уже в башкирском Ишимбае, который, кстати, начали называть вторым Баку. Напоминание о первой добытой нефти в Башкортостане. Площадь первооткрывателей. Это, можно сказать, лицо города, которое после реконструкции стало намного краше, пробуждая у жителей свои воспоминания. Эта площадь – это место, когда мы были совсем юными, где мы играли, где мы назначали встречи, где всегда проводили самые главные городские мероприятия. Сегодня на этой площади собрались наши дорогие ветераны. Я с огромным уважением и любовью хочу поблагодарить их за их труд, за то, что они нам передали эстафету трудовую и создали все богатства, которыми мы располагаем. А вот в парке Матросова Радий Хабиров вспомнил, как приходил сюда на дискотеке. Правда, в последние годы территория была в серьезном запустении, и люди попросту боялись заходить на площадку. Благодаря федеральной программе парк получил второе дыхание. В последние годы очень заметно, конечно, что благоустраиваются у нас для детей площадки, парки. То есть вот когда у тебя маленький ребенок, для тебя это очень важно, что вы можете пойти погулять, ребенок может поиграть на площадках безопасных, что везде газон. Ну, нам очень нравится. Да, Иш? Мне понравились горки и качели. А вот самое сердце преобразования — территория особой экономической зоны, которая стала настоящим катализатором для развития. Ее создали 4 года назад. За это время Алга принесла с собой новые инвестиции и рабочие места, причем не только для жителей Ишимбайского района. В числе первых резидентов фабрика «Аркада». Одно из крупнейших швейных предприятий, занимается производством рабочей одежды. Сшитую здесь униформу можно увидеть, например, на сотрудниках железной дороги и московского метрополитена. Персонал нанимают по всей республике. Приезжим предоставляют общежития. Людей без опыта обучают. Я работаю здесь уже с самого основания. Мне очень нравится. Ну, сколько получается? Уже больше 2 лет. Юбилей скоро будет у нас. Условия труда достойные, я скажу. Вот у нас все нормально, зарплата вовремя, питание есть, транспорт. Другой резидент – фабрика «За спорт». Компания ни много ни мало официальный экипировщик олимпийской команды России. В Алге предприятие шьет спортивную одежду для массового сегмента. Что касается задач, конечно, это идти вперед и только вперед, поэтому не зря в Алге находимся. И увеличивать производство, соответственно, хотелось бы выйти за свои производственные максимумы. И, конечно, нужен для этого персонал. Готовы принять всех на работу и обучить по специальности оператор швейного оборудования, возможно, и для вахтовиков. Фабрика оборудована общежитием. Ишимбайский район не сельскохозяйственный центр. Тем не менее, власти активно развивают и это направление. Вот, например, коневодческое крестьянско-фермерское хозяйство. Расима Хафизова открыла его 4 года назад на грант агростартапа. Начинали с 50 лошадей. На сегодня поголовье увеличили втрое. Я очень благодарна нашей республике за такую поддержку.
Ведь просто так, простой многодетной семье, начать такое большое интересное дело было бы невозможно. И вот уже 5 лет здесь, в Ишимбайском районе, около деревни Ознаево и Сайраново, мы размножаем лошадей, увеличиваем поголовье, успешно реализуем конину, делаем козылык, тутырму, ял и продаем в соседние районы, в город Ишимбай, Стерлитамак и Уфа. У нас, конечно, мечта и просьба всех клиентов – это кумыс. Кумыс в нашем районе вообще нету, и все, конечно, просят кумыс. Это наша мечта и планы. С республиканского агростартапа в большое бизнес-плавание 4 года назад отправился и Фанис Зубаиров. Мужчина организовал возле села Верхотор целую рыбную ферму и теперь успешно разводит карпа, толстолобика, белого амура и линя. Общий объем инвестиций в проект составил 25 миллионов рублей. Масштабы работы год назад оценила глава республики. Легко кажется. Есть. Есть. Ну, ее можем вам почистить. Да вы ее выпустите. Что интересно, ферму нередко посещают и туристы, например, участники программы «Башкирское долголетие». В эти края они забредают не случайно, а целенаправленно. Одна из точек притяжения – медиплавильный завод в Верхоторе. От завода, конечно, мало что осталось, но видно, что очень крепкие стены строили, что называется, на века. И такая атмосферная немножко обстановка. Все заросло зеленью. Интересно смотрится. Самый настоящий театр времен. Такое название и получил проект благоустройства территории. Здание самого завода оставят как есть, а вот площадку вокруг преобразят. Работы начали в этом году, а завершат на следующий, в 2025. Вы, наверное, видели, вот перед мостом смотровые площадки. Дальше будет визит-центр для приема туристов. А слева от визит-центра там будет амфитеатр. А рядом детские площадки, спортивные площадки, скейт-площадка. И с выходом на дамбу, на дамбе, на пруду будет пляж. Уже приезжают туристы. Верхотор планирует включить в состав геопарка Таратау, который за 5 лет с момента создания стал настоящим местом паломничества туристов, а также ученых. Его главной жемчужиной стали шиханы. Возле Таратау только за последний год вырос целый этнокомплекс. Ну а построенная лестница на вершину сделала восхождение более доступным. В этом году я первый раз сюда смогла с дедом добраться до верху. То есть по тропе, по обычной, по старым бы не осилила, а в этом году у нас получилось. Это наше место силы, нам здесь тепло, круто. Мы здесь отдыхаем и душой, и телом. Раньше здесь были только шихан и парапланеристы. Сейчас здесь все обустроили, все для людей сделали, очень круто, нам нравится. Чем больше туристов, тем больше новых турбаз, ремесленных лавок и не только. А это значит рабочие места для местного населения, благоустроенные дороги, развитие окрестных сел. Если мы возьмем даже для примера, до появления вот данной инфраструктуры на Шихане Таратау, здесь ближайшая из деревни Шихан, там жило, народ уезжал из этой деревни. А сейчас с появлением этой инфраструктуры народ, наоборот, прибывает в эту деревню, чтобы там жить, соответственно, строить дома, покупать земли. И мы даже это видим по стоимости земли в этой деревне. Ишимбайский район – территория, где одинаково хорошо развиты промышленность и сельское хозяйство, где есть о чем вспомнить и куда стремиться. И этот восходящий путь будет продолжен, открывая новые страницы и вписывая на них очередные достижения.